Природа одарила Кавказ величественной красотой и богатствами. Горы дарили людям золото и серебро, а трудолюбие и талант местных жителей превращали эти дары в произведения искусства. Издавна на территории Карачаево-Черкесии было принято украшать одежду и предметы своего быта изделиями из драгоценных металлов. Профессия золотошвейки здесь всегда высоко ценилась. Раньше шитье золотом и серебром считалось уделом женщин из знатных и зажиточных семей. Сегодня это одно из традиционных ремесел карачаевцев. Нина Юсуповна Кубекова почти 40 лет делает наборы для детской колыбели. У нас, когда первый сын родился, у нас средства малые были, не за что покупать было его готовое. Я приспособила, сама пришила все, сделала для себя. А потом с этого и пошло. Тот приходит, просит, давай мне сделай, этот приходит. Вот так с бедноты пошли и стала шить. Прежде чем начать работу, Нина Юсуповна всегда просит Всевышнего о помощи. Она говорит, что без молитвы и душевной теплоты ничего не получится. Судя по всему, мастерица отлично справляется со своим делом. Другой раз ребенок в постели не спит, на руках не спит. Он хочет люльку, чтобы покачать, потом вот спит. Вот так качает и спит. В подушках вот в этих шерсть обыкновенная, чесанная, чистая шерсть. Синтетики такой нету здесь. И в матрасе то же самое. Чтобы эта шерсть не лазила, там находится внутренний подклад тик. Чаще всего карачаевцы применяли вышивку золотом на тяжелых тканях, бархате, плотном шелке или сукне. Излюбленными цветами были бордовый, зеленый и темно-синий. В сочетании с золотом и серебром эти цвета придавали изделиям особую торжественность. Для того, чтобы сохранить традиции своего народа, в начале 90-х годов Раиса Шалиева открыла ателье по пошиву национальной карачаевской одежды. Сегодня в ее костюмах выступают многие детские танцевальные коллективы республики. Большая часть времени уходила на изготовление вот этих разных узоров в национальном стиле. Мы искали литературу. В общем, пытались восстановить прошлое своих предков. Надо помнить. Все хорошее надо перенимать, не забывать. Раньше золотые россыпи на женском праздничном платье говорили о знатном сословии его обладательницы. Карачаевцы предпочитали узоры округлых форм, напоминающие бараньи рога, лепестки цветов или листья деревьев. В ателье Раисы Шалиевой насчитывается около 100 трафаретов с национальными орнаментами. Рисунок переносят на ткань и вручную вышивают золотыми или серебряными нитями. Эта работа считается самой трудоемкой. Если капитально шить, как говорится, все как положено, чтобы было, и узоры, самое меньшее дней 30. Вышивка – это сложный, долгий процесс. Нормы шариата и свод законов горца Адат требовали, чтобы все части тела девушки были скрыты и защищены от случайного прикосновения постороннего мужчины. Категорически, с точки зрения вот этикета, запрещалось трогать за руку, да, и вообще по-другому, кроме как вот так подвести, вот кроме вот так как взять. Это чтобы рук женщины не было, девушек, особенно руки, чтобы не были видны, и одновременно нарядом, элемент наряда. Наружный, вот нарукавник, так по-русски сказать, он вообще для красоты только. Сегодня без национального костюма, вышитого золотом и серебром, в Карачаево-Черкесии не проходит ни один праздник. Мастерицы золотошвейки дарят людям радость и возможность наслаждаться самобытной красотой своего народа. Это их золотые руки сохранили и донесли до нас культурное наследие горцев.